Субханаллах, вальхамдулиллах, ва ла иляха илляллах, валлаху акбар. Аллаху акбар. Это самые великие слова. Произносить слова «Субханаллах», «Альхамдулиллах», «Ла иляха илляллах» и «Аллаху акбар» я люблю больше того, над чем восходит солнце. То есть это лучше этого мира и всего того, что в нем есть. Так сказал Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Есть одно удивительное обращение. Обращение от Господа миров к верующим людям. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Абу Хусейн, я хочу передать тебе салям. Также я передаю его Абу Басилю и нашим зрителям. Есть один человек, которого вы любите, и он любит вас. Он передает вам салям. Как вы думаете, кто это? Ибрахим, мир ему. В тот день, когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был вознесен на небеса, на 4-м небе, он встретился с пророком Аллаха Ибрахимом, которого называют отцом пророков. И он сказал ему: «Мухаммад, передай мои приветствия членам твоей общины и скажи им, что земля в раю благодатна и представляет собой равнину, и растениями, посаженными там, являются слова «Субханаллах», «Альхамдулиллах», «Ла иляха илляллах» и «Аллаху акбар». О Аллах, благослови и приветствуй нашего пророка Мухаммада и Ибрахима, мир ему. Удивительно, Абу Хусейн, что Аллах велик, Он и славен. Говорит в хадисе Кудси: того, кто помянет меня про себя, я помяну про себя. Братья, клянусь Аллахом, это великая милость. Аллах помянет меня про себя, свят Аллах. Просто почувствуй это. Аллах сказал: поминайте меня. Аллах велик, Он и славен сказал: أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. Кто будет помнить о тебе, шейх? Аллах. И кем является Аллах? Кто он, а кто мы? Аллах говорит: я нахожусь рядом с тем, кто поминает меня. Когда ты поминаешь Аллаха, Аллах с тобой. Каждый раз, когда твои губы шевелятся в зикре, Аллах с тобой. И некоторые ученые сказали, аргументируя свои слова этим хадисом, про то, что если ты поминаешь Аллаха, Аллах будет с тобой, они сказали: если в этом случае ты сделаешь дуа Аллаху, Аллах тебе ответит. Знаешь, Абу Хусейн, посланник, мир ему и благословение Аллаха, сообщил нам в достоверном хадисе, что поминающий своего Господа и не поминающий своего Господа подобны живому и мертвому. Первый живой, а второй будто мертвый. А второй формально жив, но словно умер. И мы просим у Аллаха благополучия. Брат, у того второго не настоящая жизнь. Он не живет по-настоящему. Как человек может достичь настоящей жизни и на самом деле стать многопоминающим Аллаха? Ведь это произойдет только в том случае, если Аллах окажет ему содействие. Да, если бы не содействие и успех от Аллаха, ты бы не смог сказать «Субханаллах». Но если Аллах помог тебе, и ты сказал «Альхамдулиллах», ты должен воздавать хвалу Аллаху за то, что Он даровал тебе этот успех, чтобы ты поминал Его и восхвалял. Абу Хусейн, из-за поминания Аллаха могут быть прощены грехи. Тому, кто скажет 100 раз «Субханаллахи ва бихамди», с него снимутся. Ему простятся его грехи, даже если они будут подобны морской пене. А в другом риваяте говорится, что с него снимутся прегрешения, даже если они будут подобны пене морской. Ты хочешь, чтобы Аллах был тобой доволен? Делай зикр. Воистину Аллах доволен таким рабом, который воздает ему хвалу за каждый съеденный кусок пищи. То есть он положил кусочек в рот и сказал «Альхамдулиллах». Аллах будет доволен им, и довольство Аллаха приводит только к раю, и который воздает ему хвалу за каждый выпитый глоток. С помощью поминания, при помощи зикра, ты сможешь достигнуть высших степеней рая. Высота степени рая, которая будет воздвигнута перед тобой, зависит от того, насколько часто ты поминал Аллаха. فلا شيء أحلى